В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Сегодня завершился день отчета правительства в Хангалском Улусе. Какие итоги подвели сегодня, узнаете далее. Растущее поколение Якутии. 880 малышей появились на свет в январе. Государство оказывает всестороннюю поддержку семьям. 100 лет защиты здоровья якутян. История противотуберкулезной службы и ее достижения. В Мирницком театре состоялась премьера комедии «Выдать Джанет замуж». Узнайте, как успешная адвокатша нашла свою любовь. Какая цена успеха? Истории якутских фигуристов от юниоров до мастеров спорта. В Якутии чествуют деятелей науки. В преддверии профессионального праздника в столице региона прошло торжественное заседание научного сообщества, в ходе которого отметили лучших ее представителей. Ими, в числе прочих, оказались разработчики полимерных материалов и биопрепаратов, созданных на основе якутской флоры и фауны. Кроме того, свои награды получили исследователи и даже целые коллективы как институтов, так и Сибирского отделения Российской академии наук. Как отметил премьер-министр республики Кирилл Бычков, сегодня в Якутии действует 56 научных школ. Все они объединяют свыше 450 деятелей науки. Министерство финансов Якутии подвело итоги работы за прошлый год. Государственный бюджет исполнен с доходами в 331 миллиард рублей, что на 5,8% выше утвержденного плана. Налоговые поступления составили 201 миллиард рублей, обеспечивая финансовую устойчивость региона. Расходы бюджета достигли 351 миллиард рублей, из которых 47% направлены на социальную сферу. Государственный долг оказался ниже запланированного уровня 55 миллиардов рублей. Также республика сохранила высокий кредитный рейтинг и занимает 6-е место среди субъектов России. Сегодня завершается отчет правительства в Хангалском Улусе. За 3 дня правительственные группы посетили все населенные пункты района, от Исита до Тюхтюра. Одну из подгрупп сопровождал наш корреспондент Виолетта Засимова. Делегацию правительства возглавлял зампред Анатолий Семенов, который со своей подгруппой начал отчет с отдаленных южных наслегов. Еще одна подгруппа под руководством замминистра финансов Анны Степановой начала свою работу с села Ой. Подгруппа, возглавляемая министром спорта Леонидом Спиридоновым, первым делом выехала в островное село Чкалово, где население поднимало такие темы, как субсидии в сфере сельского хозяйства, рост цен на дрова для отопления и на бензин и включение телеканала НВК «Саха» в сетку аналогового телевидения. Помимо этого, чкаловцы активно интересовались ходом подготовки к играм Мончары 2029 года. Сегодня уже жители интересуются, что будет построено, ну и, конечно же, как будем готовиться к проведению этих игр. В селе Титары первостепенно был поднят вопрос строительства новой котельной ГУП ЖКХ, которая могла бы обеспечить центральным отоплением все домовладения села. Эмоционально на эту тему выступил Михаил Голоков, отец 3 участников спецоперации. Он пожаловался, что вынужден зимой переезжать в Якутск и снимать там жилье, так как в его дом в Титарах не могут провести тепло из-за недостаточной мощности существующей котельной, которая к тому же находится в аварийном состоянии. Его поддержал младший сын Игорь, ветеран СВО, который по состоянию здоровья также не может жить в доме с печным отоплением. Да, старший сын мобилизован, он уже года 3, выполняет боевые задачи. А средний сын, средний брат, то есть сейчас в данный момент пропал без вести. Так как вот наш глава Республики Саха-Якутия Николай Фасин сказал, вот этот год годом защитника, надо как-то поддержка ветеранам и военнослужащим. И эта поддержка была бы для нашей семьи очень весомой, да, очень-очень. Представитель ГУП ЖКХ Сардана Слепцова сообщила, что сейчас готовится проектно-сметная документация нового здания котельной, которая затем пройдет госэкспертизу. После этого начнется поиск источников финансирования. Как только будет определено финансирование, на строительство новой котельной уйдет не менее 2 лет. До тех пор подключение новых домов к аварийной котельной невозможно. Второй день работы подгруппы Леонида Спиридонова начался с поселка Махсагаллох. Здесь жители обсуждали междугородние перевозки, зарплаты учителей, строительство нового здания детской школы искусств, отсутствие льготных медикаментов и цены на местную рыбу. У нас вылавливается
очень много рыбы местной. Но почему она такая для нашего местного населения дорогая? Вот это вот меня всегда мучает. Почему так? Максоголовцы также были обеспокоены выбросами цементного завода и вопросом переноса мусорного полигона на территорию поселка. Сейчас рассматривается вопрос именно полигона в селе Немигунцы. Покровский закроется, у нас закроется, во всех поселениях должно закрыться, и один полигон на весь Улус должен быть. Кроме того, подгруппа Леонида Спиридонова побывала в селах Улаханан, Улахан, Актемцы, Техтюр. Уже сегодня в Покровске состоится итоговый отчет, где соберутся все 3 правительственные группы. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. В столице республики состоялся Координационный совет по организации деятельности народных дружин в Якутии. В рамках мероприятия подведены итоги работы за прошлый год, а также намечены планы деятельности на текущий год. Ежегодно с помощью народных дружин раскрываются преступления и выявляются административные правонарушения. Отметим, организация работы дружин осуществляется за счет государственной субсидии республики. В этом году сумма приравняется 6,5 миллионам рублей. Мы все прекрасно понимаем, что безопасность наших детей, безопасность вообще нахождения нас на территории всех наших районов города Якутска, она в том числе зависит от того, насколько рядом в нужный момент может находиться либо сотрудник милиции, либо их помощник, каковыми является народная дружина. Наиболее активными народными дружинами у нас сегодня являются народные дружины, которые созданы на базе Северо-Восточного федерального университета. Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Нигерии, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Входя в состав организованной преступной группы, он, как дроповод, переводил деньги, полученные мошенническим путем. Группа действовала через социальные сети, выманивая средства у женщин под предлогом романтических отношений и отправки подарков. Потерпевшим предлагалось оплатить фиктивные пошлины и сборы за доставку несуществующих посылок и денежных переводов. Всего таким образом у 5 жительниц различных регионов России, в том числе Республики Саха-Якутия, похищено путем обмана более 9 миллионов 100 тысяч рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело расследовано следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха-Якутия. Обвиняемый в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан в Калужской области. В настоящее время содержится под стражей в СИЗО-1 Управления ФСИН России по Республике Саха-Якутия. В январе этого года в Якутии появились на свет 880 детей, 472 мальчика и 408 девочек. 12 семей стали счастливыми родителями двойняшек. Первая двойня, мальчик и девочка, родилась 2 января в семье Осиповых из села Хатасы, став 6-м и 7-м детьми в седьме. Все новорожденные получили республиканский целевой капитал «Дети столетия». Мера поддержки, продленная еще на 5 лет с ежегодной индексацией. В прошлом году в Якутии родилось 10 721 ребенок. Глава Якутии предложил расширить программу республиканского материнского капитала «Семья», предоставляя его при рождении всех детей, начиная с 3-го. 100 лет противотуберкулезной службе Якутии. В честь этой знаменательной даты и Дня российской науки в практическом центре фтизиатрия прошла конференция. Подробнее расскажет Вероника Таюрская. В 2019 году руководство научно-практического центра фтизиатрия предложило увековечить память выдающегося фтизиатра Семена Семеновича Гаврилева. Его имя присвоили не случайно. Семен Гаврилев является автором 10 патентов, основателем биохимической лаборатории и школы лазерологов Якутии. Сегодня прорывы в области фтизиатрии показывают врачи и по совместительству молодые ученые. Мой сегодняшний доклад называется «Современные методы диагностики туберкулеза в иммунологической лаборатории». Сегодня я расскажу про 2 теста. Тибиферон – это новый ИГРА-тест, который внедрен в Якутии в 2022 году. Он определяет антитела и выявляет ответ гамма-интерферона в крови человека. И второй тест – это TB-тест. Он внедрен в 2024 году. Это этиологическая диагностика микобактерий туберкулеза, выявляет микобактерии туберкулеза и определяет лекарственную чувствительность к 5 препаратам. Доклады участников были поделены на секции: научно-исследовательская работа, история фтизиатрии, инновации в практическом здравоохранении, а также студенческие работы. Всего для участия в конференции было заявлено
на 16 участников. Это действующие врачи и студенты, изучающие фтизиатрию. Вот уже второй год подряд гаврилевские чтения приобретают статус международных. Так в этом году в конференции участвуют студенты из Сомали и Кыргызстана. Мы ежегодно вносим какие-то новые введения. То есть в прошлом году у нас участвовали студенты медицинского института, которые прибыли из других стран. Например, в прошлом году участвовала студентка мединститута, которая прибыла из Эфиопии. В этом году у нас впервые будут участвовать школьники, то есть школа Сириуса. 2025 год богатый на юбилеи у фтизиатров. Так исполняется 100-летие противотуберкулезной службы в Якутии и 75 лет со дня создания первого предшественника научно-практического центра фтизиатрии. Вероника Таюрская, Станислав Потапов, Якутск. Молодежное крыло Народного фронта Якутии завершило двухнедельную гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону и на территориях Донецкой и Луганской народных республик. В составе отряда работали 15 человек, среди которых 10 студентов Алданского медколледжа. О своих впечатлениях волонтеры рассказали нашим корреспондентам. Разгрузка и сортировка гуманитарных грузов, доставка посылок адресатам, работа в госпитале, оказание помощи жителям. Задач, стоявших перед студентами-волонтерами Алданского медицинского колледжа, было множество. В январе отряд будущих медработников отправился в Ростов-на-Дону с гуманитарной миссией Народного фронта. Не так давно мы установили контакт с руководством республиканского отделения. Они посмотрели, на что мы способны, поскольку наши ребята ранее выезжали в ростовский госпиталь, работали там достаточно длительные сроки и в конечном итоге предложили тоже не просто принять участие в гум-миссии, но и вступить в молодежное крыло Народного фронта для того, чтобы в дальнейшем тоже принимать участие в каких-то мероприятиях, которые проходят по их линии. Командировка длилась около 2 недель. Ростов-на-Дону стал не единственным пунктом. Гуманитарную миссию ребята также выполняли в городах и поселках Донецкой и Луганской народных республик. Сначала мы были в Ростове, работали на большом складе, сортировали гуманитарную помощь и отправляли ее в Донецк. Потом мы с парнями работали в госпитале. И параллельно с нами ребята работали в Донецком складу, сортировали гуманитарную помощь и адресно ее развозили в Мариуполе. В состав отряда из Якутии вошли 15 человек, в том числе 4 юношей и 6 девушек от Алданского медколледжа. Решение каждого студента о вступлении в команду было взвешенным и осознанным. В период выполнения миссии ребята показали себя ответственными, сознательными и мужественными. У меня отец бывший военнослужащий. Поэтому я видела это все на фотографиях. Он показывал фотографии. Видеть это все на фотографиях и своими глазами – это две разные вещи. И, к сожалению, это очень грустно и печально видеть. Наряду с выполнением поставленных задач бойцы Народного фронта проходили обучающие интенсивы, присоединялись к благотворительным проектам, а также участвовали в различных духовно-нравственных акциях. Обрели новые знакомства с разных регионов, вот с Донецкой, Луганской республик. Также были ребята с Краснодара, с Башкортостана. Вот, пообщались с ним. Они уже не раз ездили на гуманитарные миссии. Гуманитарную миссию отряд волонтеров-медиков выполнял впервые. Ожидается, что в перспективе по линии Народного фронта ребята станут постоянными участниками различных акций и событий. Это как раз те ребята, которые, работая там, говорили о том, что они прежде всего не хотят подвести свою команду, не хотят подвести наш колледж, не хотят подвести республику, в целом не хотят подвести Россию. Да? Это вот как раз, наверное, та молодежь, которой нам в последнее время так сильно не хватало. На вопросы о планах на будущее сами бойцы твердо отвечают. В дальнейшем хотелось бы помогать людям. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В 2000 году на базе бывшей воинской части была открыта якутская кадетская школа-интернат. И сегодня она празднует 25-летний юбилей. Какие мероприятия проводятся в честь праздника и как сейчас обустроен учебный процесс, расскажет моя коллега Даяна Федорова. Чеканный строевой шаг. Лучшие кадеты вынесли знамя учебного заведения, водрузили флаги и исполнили гимны республики и страны. За 25-летний период якутская кадетская школа-интернат стала одним из престижных учебных заведений республики, где ведется подготовка учащихся для служения своему отечеству на гражданском и военном поприще. Мне нравится здесь учиться, ведь
Эта школа, она учит дисциплине, она учит кадетскому братству. Мы стали сплоченными с моими одноклассниками. Мне нравятся здесь учителя и то, что мы живем в интернате, ведь это делает нас самостоятельными. После выпуска мне бы хотелось бы стать, наверное, пойти в ФСБ, либо же по военным структурам. Из стен школы за эти годы вышли сотни ребят, которые посвятили свою жизнь служению Родине. Я являюсь выпускником Якутской кадетской школы, закончил ее в 2011 году. Школа дала мне очень много всего, в первую очередь дисциплину, научила меня рассчитывать свое время, быть патриотом своей Родины. И я очень горжусь, что я являюсь выпускником данной школы. Кадеты активно принимают участие в различных мероприятиях и занимают призовые места. Достижений у нас на самом деле очень много, потому что мы регулярно участвуем во всероссийских мероприятиях. Наши самбисты побеждают все время на турнирах на призы Глориозова по самбо в Москве. Ну и в целом мы выезжаем на кадетскую симфонию, мы посещаем выставки, поэтому достижений очень много, как в спорте, так и в учебе. На протяжении многих лет Якутская кадетская школа служит не только образовательным учреждением, но и местом, где закладываются ответственности и уважение к традициям. Воспитанники школы получают не только знания, но и навыки, которые помогут им стать настоящими лидерами и защитниками своей Родины. В настоящее время в школе учатся 140 кадет. У нас на базе нашего центра проходят учебные сборы. То есть, допустим, 5-дневные учебные сборы весной и осенью для юношей, которые обучаются в 10 классах. Ну и также с этого года планируется проведение учебных сборов для 8-классников. Торжественное мероприятие посвящено Году защитника Отечества в России и в Якутии, которые ознаменованы к 80-летию Победы и юбилейной годовщине. С юбилеем Якутской кадетской школы-интернат! Ура! 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 Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Подведены итоги 15-й межрегиональной научно-методической конференции «Сэх Олонхо» в Нерюнгринском районе «От эпоса к диалогу культур». На церемонии закрытия побывала и наша съемочная группа. Более 180 участников из 18 районов нашей республики, порядка 80 экспертов из Якутии и национальных регионов России, а также все желающие, 3 дня принимали самое активное участие в различных мероприятиях конференции, среди которых дискуссионные площадки, мастер-классы и насыщенная культурная программа. Все выступили доклады. Это комплект якутской одежды невесты. Это саха, головные уборы. Это моя тема. И это мы очень довольны, очень тепло приняли. Это вот нерюнгринцы. И организацию у вас так все, так хорошо вы организовали. Вам очень я благодарна. И летом тоже мы приезжаем, и ИСЭХ на работу летом тоже. За время конференции участниками и экспертами было рассмотрено множество вопросов, связанных с сохранением культуры и традиций народов, населяющих нашу республику. Ну а в адрес организаторов была озвучена самая высокая оценка в проведении мероприятия. Просто потрясающее мероприятие прошло у нас, научно-методическая конференция, которую ныне мы ведем уже 15-й раз. И, как вы знаете, он стал уже межрегиональный. У нас принимали участие очень много представителей науки из разных регионов нашей страны. Кроме того, это, можно сказать, даже рекордное количество участников в этом году. 2000 с лишним человек приняли участие. Это и эксперты, это и модераторы, это и слушатели, это и участники мастер-классов, которые с удовольствием приняли участие на нашей научно-методической конференции. Работа волонтеров, организация размещения и питания участников, научно-практические мероприятия конференции, безусловно, дали очередной импульс к наращиванию темпов подготовки к предстоящему грандиозному событию. Напомним, Сэх Олонхо пройдет в Нерюнгринском районе 4-5 июля. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. На сцене Мирнинского театра сегодня состоялась премьера комедии «Положение выдать Джанет замуж». На первом показе эксцентричной и романтической комедии побывал наш корреспондент. Правда? А почему я простонал собственное имя?
Основная мысль комедии «Выдать Джанет замуж» – это то, что каждому человеку необходим спутник жизни, как бы он ни утверждал обратное. И для каждого человека обязательно найдется идеальная половинка. Люди в наше время, многие боятся каких-то серьезных отношений, да, и вот как-то все тоже карьера как раз-таки, какие-то еще другие дела, деньги, и забывают как раз про простые отношения мужские, женские, да, про любовь. Вот про это, что нельзя бояться, нужно любить друг друга, в общем, и не бояться семейных отношений. Сюжет комедии простым не назовешь, хоть он и начинается с хода примитивного. Молодая адвокатша, которую играет актриса Надежда Скоробогатова, поглощена работой и совершенно не хочет устраивать свою личную жизнь. Помочь племяннице берется тетушка Марта. Он одинокий? Понятия не имею. А твой клиент одинокий? Мой клиент опустившийся тип растратчик. Думаю, что в нашей жизни встречаются такие люди. И вот как главная героиня сейчас, мне кажется, это очень распространено, что люди в большей степени уделяют внимание своей карьере в первую очередь, а потом уже строят личную жизнь. Несмотря на комичность ситуации, спектакль затрагивает актуальную тему сложности в создании семьи успешными профессионалами. Это история о любви, семейных интригах и поиске своего счастья, поданная с юмором и жизненной теплотой. Анна Васильева, Мирный. Быстрее, выше, сильнее – это девиз знаком каждому фигуристу в Якутии. Сегодня наши спортсмены, в том числе юниоры, успешно представляют республику как на региональных соревнованиях, так и за пределами Якутии. В День зимних видов спорта наш корреспондент Саргалана Неустроева встретилась с фигуристами, чтобы узнать, какой ценой достаются победы. Якутия – регион, где зима длится очень долго. Тем не менее, зимние виды спорта, в частности фигурное катание, здесь развиваются вопреки, а не благодаря. Только недавно в Якутске ввели круглогодичный крытый каток. На него сегодня спортсмены и возлагают большие надежды, поскольку все это время на целых 3 летних месяца тренировки на льду становились для них недоступны. Потому что в остальных регионах Сибири и Дальнего Востока ледовые катки работают круглогодично. То есть мы на 3 месяца выпадаем из этого графика. Но представляете, если наши дети на сухой тренировке 3 месяца, когда конкуренты катаются прям летом еще сильнее вдвойне, потому что не мешает ни школа, ни какие-либо музыкальные какие-то дополнительные учреждения. Готовиться к новому сезону нужно уже вчера, говорит тренер Наталья Руднева. И у них это получается. В эти дни в Омске на первенстве Дальнего Востока и Сибири 3 наших юных фигуристов показали весьма высокий результат. Как отмечает хореограф ребят, при разработке выступлений спортсменов учитываются все их сильные стороны. Бывает, конечно, кто-то может только танго, но тогда ставят как бы под фигуриста, да, чтобы он выглядел выгодным для него в свете. Ну и главное, чтобы спортсмену тоже нравилось, то есть не бывает такого, что музыка, вот мы выбрали, все, будешь этим. То есть нет, он тоже должен послушать, нравится, не нравится. То есть программу же надо полюбить. Кстати, постановка номера на национальные мотивы отличается высокой сложностью. Очень трудно передать специфику народного танца, делится хореограф. Тем не менее, уже скоро наши спортсмены представят на соревнованиях весь колорит якутской культуры. Речь, к слову, идет не о классическом формате, а о синхронном фигурном катании. Когда ты один катаешься, ты несешь ответственность только за себя. А когда ты катаешься командой, ты несешь ответственность за всю команду. Иногда бывают задания сложные, а так мы командой веселимся, все собираемся. Собрали команду синхронистов только в прошлом году. Всего в ней 16 юных спортсменок. Как отмечает Наталья Руднева, впереди у них целый фронт работы. Тренировочный процесс не должен останавливаться. Тогда, вполне возможно, ребята ворвутся в региональные выступления на пике своих возможностей. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. Мастер-класс от именитых спортсменов Якутии для воспитанников детского сада «Родничок». Тренер по вольной борьбе, чемпион мира по масс-рестлингу и мастер спорта России по гиревому спорту поделились секретами своих дисциплин с детьми и их родителями. Подробности в сюжете Эржены Гармаевой. В спортивном зале детского сада «Родничок» многолюдно.
Все потому, что в гостях у сада известные на всю республику атлеты. Вместе со своими юными учениками заслуженный тренер Якутии Иннокентий Кочкин продемонстрировал публике борцовские упражнения и приемы. Пусть они имеют по общем о физической подготовке, о борьбе какое-то понятие, чтобы они взяли. Но если даже борьбу не придут, они будут знать, вот такой вид борьба. Это борьба первый номер спорта у нас в Якутии, и бокс у нас очень развита. В этом году детскому саду «Родничок» исполняется 50 лет. Мастер-класс, одно из череды мероприятий в рамках празднования 50-летия, посвящен пропаганде здорового образа жизни и патриотическому воспитанию. Потому на мастер-класс были приглашены защитники Отечества, отцы воспитанников детского сада. Каждое дошкольное учреждение старается воспитать детей-патриотов. Мы воспитываем любовь к своей родине, своему краю. И любовь начинается со семьи. Поэтому мы сегодня решили, наше мероприятие мы посвящаем нашим родителям. И в семье самый важный человек, главный человек в семье – это папа. И для наших пап мы сегодня организовали это мероприятие. Папа – пример для своих детей, опора, поддержка. Сергей Большеруков – активный отец. Он всегда поддерживает инициативы сада. В детский сад номер 8 ходит его младший сын, а старший сын, сейчас уже школьник, тоже был воспитанником «Родничка». Мы очень спортивная семья, любим заниматься спортом, физкультурой в целом. Очень прям отрадно то, что в нашем детском саду такие люди приходят и показывают мастер-классы. Первое, то, что я узнал, то, что есть кружки, которые уже можно с вольной борьбой, уже можно с детского возраста, так сказать, начинать уже с малых лет. Это очень хорошо, физкультурой нужно заниматься всем. Это здоровая нация, это здоровое государство. История любого чемпиона начинается с детства. Упорные тренировки могут не привести ребенка к олимпийской медали, но точно воспитают силу духа и твердый характер. Эржена Гармаева, Нюргун Старостин, Якутск. Таким уходящий день увидели наши корреспонденты. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.